Вот уже 12 лет Малика на страже чистоты своего учреждения. Изо дня в день ей приходится неоднократно убираться в помещениях и коридорах. Поэтому многочисленные чистящие средства – ее главное оружие. Использовать вредную химию при уборке подъездов, оставлять мусор на проезжей части и обрезать деревья будет запрещено. До вступления новых правил по охране труда остается чуть больше недели. Согласно новым требованиям, определен порядок работ не только по уборке, но также безопасной эксплуатации оборудования в производственных помещениях. Нововведения помогут избежать многих негативных последствий, считают эксперты. Работодатели обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические, то есть профилактические мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнять требования санитарных правил. Например, на каждом объекте регламентируется площадь рабочего места. Также к освещенности есть требования. Нормативы регламентированы тоже санитарными правилами. Микроклимат тоже. Даже безопасный на первый взгляд мусор возле проезжей части может стать причиной аварии, ведь небольшой предмет на дороге или обычный лист бумаги может закрыть обзор водителя в самый неподходящий момент. А вредные химикаты испортят состояние здоровья. Также новые правила обязывают рабочий персонал пройти обучение и аттестацию на знание установленных норм охраны труда. За их нарушение наказание рублем будет нести работодатель. Если работодатель допустит к работе сотрудника, который не прошел соответствующее обучение и проверку знаний, то ему придется заплатить от 15 до 25 тысяч рублей. А для компании эта сумма составляет от 110 до 130 тысяч рублей. В Министерстве труда, занятости и социального развития России утверждают, новые правила значительно повысят качество услуг коммунальщиков и сократят число несчастных случаев. Сама Малика тоже не отрицает вредного воздействия химикатов на организм и при необходимости готова повысить свою квалификацию. Луиза Хатуева, Зелим Закаев. Новости.